Маша Душек, здравствуйте, с вами Табарка Хаджимурадова. Я приветствую всех, кто смотрит итоговую программу «Новости 7» на канале Грозный. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях республики за неделю. Смотрите в этом выпуске. Выйти из кризиса. Власти ищут новые методы для сохранения темпов развития региона. Как избежать экономического спада, сохранить показатели роста и не отказаться от намеченных целей, несмотря на сокращение бюджета. К чему приведут антикризисные меры? Мы должны быть готовы к социально-экономическим изменениям. Реализация 136-го федерального закона. Какие полномочия органов местного самоуправления перейдут к профильным министерствам? Они проголосовали за около 6 полномочий. Как скоро это произойдет и что это даст региону? Разграничением занимается специальная комиссия. Чтобы утвердить окончательный перечень, у властей еще достаточно времени. Все, что нужно знать о суфизме. Вышло в свет пособие по изучению ислама от ведущих мусульманских ученых. Итоги международной конференции в 3000 экземплярах. Книга должна стать настольной в каждом доме, советуют власти. И снова национальный вопрос. Передаем детишкам. Детишки передадут дальше по своему поколению. Консультативный совет при главе – еще один шаг к улучшению межэтнических отношений. Какие функции возложены на него и чем он поможет малым народностям? Укрепление межнационального взаимопонимания. Как живут в одной республике представители десятка культур. Не сглазить, все у нас нормально. В сложившейся экономической ситуации власти республики нацелены на повышение темпов развития региона. Для этого, по словам главы, необходимо усилить работу по реализации антикризисных мер. В своем докладе председатель правительства отметил, что наблюдается спекулятивный рост вывоза животноводческой продукции республики за пределы страны, что существенно влияет на рост цены внутри регионального рынка. В этой связи принимаются меры по недопущению неоправданного экспорта. Также Абубакар Идильгириев подчеркнул, что экономия средств будет проводиться таким образом, чтобы не создавать людям дополнительных финансовых проблем. Рамзан Кадыров отметил, что вопрос импортозамещения и необоснованного роста цен должен находиться на постоянном контроле. А при взаимодействии с бизнесом необходимо исключить бюрократические проволочки и ненужные проверки, чтобы дать предпринимателям возможность эффективно развиваться. И рабочие места дополнительно вводить в эксплуатацию производства в сфере малого и среднего бизнеса. Если revīzijas komisijas проверки арайоли дона нах болбаться бючно сакчует хажавит вождагут хажавит дона мосо хагу биндастон снахи дона ОБП униадне вожей бош дона нах дона хиз мобиал дискидаластон нах ахлон обязательно бизнес вообще трудится есть дона адти есть дона развивать дона там шавеги дона це там мелочь бандо что там проблем создаваться и мелочью дона главное план образования багаж как пчайги промоутер для пчайги дона наоборот если они где-то выявили дона да наоборот на месте вопрос кстати решительно цен дона дальше чтобы они могли работать дона в системе шла after дона кризис я лабу было еще и где дона служб араю проверки дона ахнах дона было когда заинтересованы все только заработать деньги для себя. Мы в этом регионе никому беспредельно не позволим. Каждый ходишь, сейчас худел, шу и так далее. Если есть нарушение, всех быстро надо поидти. Несмотря на предпринимаемые меры, бюджет республики в этом году все же пришлось сократить на 10%. Как будет выглядеть главный финансовый документ в 2015-м, расходы на что уменьшатся и коснется ли это заработных плат и социальных выплат? Министр финансов дал интервью нашей программе.
Усмана Абдулазиевича на встрече с главой республики председатель правительства Абубакар Эдельгериев озвучил информацию о том, что республиканский бюджет будет секвестирован, а проще говоря, сокращен на 10%. Расскажите, о каких сфер жизнедеятельности коснутся данные изменения? Средства, которые поступают в бюджет Чеченской Республики в форме финансовой помощи в республику, поступили за минусом 10%. То есть мы ожидали вот таких вот моментов еще в прошлом году, так как Минфин Российской Федерации, все субъекты Российской Федерации на своих ведомственных совещаниях об этом нас предупреждали. Вот. И в связи с этим я хочу сказать, что есть поручение главы Чеченской Республики, и он неоднократно на совещаниях с правительством заявлял и давал поручение о том, что мы сокращать заработную плату, детские пособия и все другие расходы социального характера в республике не будем. То есть вот эти сокращения, они коснутся таких расходов, как капитальные текущие, командировочные, приобретение материально-технических средств, возможно, коснуться оплаты за услуги, за связь, за транспорт. Вот, в принципе, вот такие расходы, которые производятся министерствами, ведомствами, нашими бюджетными, казенными, автономными учреждениями, как на республиканском уровне, так и на муниципальном. Когда будет принят окончательный бюджет республики с учетом всех поправок? Министерство финансов со всеми отраслевыми министерствами, так называемыми главными распорядителями бюджетных средств, с начала, можно сказать, этого года такую работу мы ведем, согласовываем все параметры, с учетом тех наших рекомендаций и предложений и с учетом поручений главы Чеченской Республики, согласовываем с министерствами, ведомствами, с районами. И я думаю, что до 1 марта, с учетом всех согласований, бюджет Чеченской Республики будет уже принят в окончательной версии уже в парламенте Чеченской Республики. Можно ли считать последние изменения бюджета республиканского окончательными? К сожалению, эти изменения будут не последними, так как согласно плана антикризисных мер, принятых правительством Российской Федерации, и, соответственно, план, который принимается правительством Чеченской Республики, там есть такие моменты, которые возможно коснуться и бюджета Чеченской Республики по сокращению расходов еще на 10%. То есть это пока предварительно, но в любом случае, как еще в начале года рекомендовал глава Чеченской Республики всем министерствам, ведомствам быть готовым ко всем изменениям. Вот с учетом этого мы должны быть готовы к социально-экономическим изменениям в целом Российской Федерации. Я благодарю вас за интервью, желаю удачи в работе. Да, это будет. Серьезного экономического спада в регионе эксперты не обещают, наоборот, сообщают о стабилизации цен на продукты. И, что немаловажно, продолжают реализовываться всевозможные программы улучшения жилищных условий образовательной системы. Например, в этом и следующем годах в республике планируется открыть 32 новые школы. Возведение учебных заведений производится в рамках программы «Юг России». Подробнее о реализации федерального проекта в сегодняшних региональных условиях Элина Халидова. 2 этажа готовы. В ближайшую неделю достроить 3-е здание пойдет под кровлю. Новую школу в селе Старые Таги возводят в рамках федеральной целевой программы «Юг России». Таких образовательных учреждений в разных районах республики построено 8. Большая часть работ на этих объектах уже проведена. Это один из 8 строящихся объектов образования, которые сдадут уже к 1 сентября. С трудностями 2- или 3-сменного обучения столкнулись и местные школьники. Поэтому строительство нового здания школы позволит во многом решить этот вопрос.
Проблема перегруженности школ и послужила поводом серьезно взяться за проблему. Сегодня в республике функционирует 450 школ, в которых обучается 239 тысяч детей. В 200 из них учащиеся занимаются в 2 смены, а в 56 школах в 3. Между тем, дефицит школьных мест на 1 сентября составляет 71 тысяча. Первым шагом решения проблемы можно считать начало реализации в прошедшем году первого этапа программы «Юг России». Она рассчитана на 3 года и предполагает строительство в Чечне 32 школ на 17,5 тысяч мест с общим лимитом финансирования 8,5 миллиардов рублей. Второй этап строительства рассчитан с 17 по 20 годы. В этот период планируется построить 31 объект общего образования на 15 700 мест на общую сумму 8 миллиардов рублей. Строящиеся объекты будут отвечать самым современным требованиям. Школа на 620 мест. Сам корпус, учебный корпус, трехэтажный. Имеются мастерские двухэтажные, пищеблок двухэтажный, 2 спортзала для маленьких и больших детей, 2 спортзала. Имеется спортплощадка, футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка. В селе Старые Таги 3 школы. 2 из них работают в 3 смены. На базе первой школы обучается 562 ученика. Тогда как реальных посадочных мест здесь 200. Начальные классы у нас занимаются в 3 смены. Некоторая часть наших учащихся вынуждена заниматься. Мы арендуем помещение во 2-й школе села, и эти дети занимаются там. Темпами строительства образовательных объектов на неделе у первого вице-премьера правительства Исыта Мухаджиева интересовался глава республики. Так, до конца года планируется ввести в строй 27 объектов общего образования. Всего 14-15-27 школ на сегодняшний день котлован белых штабулин 21. А вы ищете 27 отбилкали пока окончательно школу. Я школу билгали, а теперь билгал мою здесь. В школах, строящихся в рамках программы «Юг России», будут предусмотрены все условия для детей с ограниченными физическими возможностями. Примечательно и то, что Чеченская Республика в числе тех регионов России, где эта программа выполняется в полном объеме. 100% освоенные средства выделены в 2014 году. То, что правительство приняло такую программу, и благодаря Рамзану Хаматовичу, что мы защитили такую программу, это, конечно, в ближайшее время даст нам около 20 тысяч посадочных мест, что реально окажет большое содействие именно повышению качества образования. Мы также знаем, что в целом России уже работает и действует такая программа, что практически все школы должны перейти в 1 смену. Сегодня, с учетом нашей демографической ситуации, перед Чеченской Республикой стоит задача до конца 2020 года перевести полностью все школы перейти в 2 смены. Подобная программа подала большую надежду. Десятки общеобразовательных учреждений ждут, когда можно будет хотя бы частично снять нагрузку со школ. Если по государственным стандартам на ребенка в классе полагается 2 квадратных метра площади, то некоторым школам в силу перегруженности порой приходится адаптироваться к требованиям, которые диктует уже необходимость. Учащиеся Алханкалинской 1-й школы учатся, несмотря на ветхость и тесноту помещения. Но это только до поры и времени. В селе уже определена территория, вырыт котлован под строительство новой школы, которая будет введена в строй к концу этого года. Элина Халидова, Магомед Мударов и Луиза Юнусова. Новости 7. Строятся в республике и дошкольные заведения. С начала этого года детские сады открылись в разных уголках региона. Подробнее о развитии дошкольного образования поговорим с председателем Комитета правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию Асламбеком Джунаидовым. Он сегодня гость студии. Маршал. Ну, как мы видим, экономическая ситуация не повлияла на строительство детских садов, но, по крайней мере, пока. Так это или все-таки придется ослабить темпы строительства в этом году? На сегодняшний день в Чеченской Республике 269 тысяч детей дошкольного возраста, из которых 155 тысяч в возрасте от 3 до 7 лет. То есть эти дети подпадают под майский указ президента Российской Федерации о 100% доступности дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет. Строительство за последние годы ведется интенсивными темпами. Вот за последние 2 года построено очень большое количество детских садов. И в этом году в рамках майских указов президента Российской Федерации мы должны будем ликвидировать полностью всю очередь. Вот сегодня в очереди стоят 12 560 детей. И до конца текущего года мы надеемся, что при поддержке федерального бюджета и
руководство республики во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым мы сделаем все, чтобы этот указ будет выполнен и все дети получили места в детских садах. А какие районы наиболее проблемные в регионе? Где больше всего не хватает дошкольных учреждений? Конечно же, нехватка детских садов, нехватка мест ощущается во всех районах республики, но особо хочу указать Урус-Мартановский район, Гудермесский район и город Грозный. Вот наиболее острые проблемы ощущаются именно в этих городах нашей республики. Ну, вот в этом году запланировано строительство детских садов, вот именно в этих районах, которых вы назвали? При строительстве детских садов мы в первую очередь исходим из очередности. И поэтому при строительстве мы в первую очередь будем строить детские сады именно в тех населенных пунктах, где имеющиеся сады не могут дать места, и дети будут в очереди, поэтому для ликвидации очередности мы должны будем строить дополнительные сады. И строительство в первую очередь будет в тех районах и муниципалитетах, где этот вопрос стоит особо остро. А сколько детских садов вы планируете ввести в строй в этом году? Благодаря усилиям руководства республики в последние годы детские сады увеличиваются многократно. Если в начале 2000-х детских садов республики вообще не было, то к концу этого года детских садов в республике будет около 300. То есть детские сады, которые построены, они уже за счет выпуска примут новых детей, но построить нужно будет столько, сколько дополнительно надо для ликвидации очереди. То есть конкретно сколько садов, хотя у нас есть данные, сколько потребуется, это 117 детских садов, но 117 детских садов построить за один год невозможно, поэтому мы развиваем различные формы создания дополнительных мест. В этом году в рамках модернизации региональных систем дошкольного образования, как и в 2013-2014 году, федеральный бюджет выделяет 50 миллиардов рублей на строительство детских садов. Из них какая-то часть поступит и в Чеченскую республику. То есть за счет средств федерального бюджета и средств республиканского бюджета, которые необходимы будут для софинансирования данных мероприятий, в первую очередь будут построены детские сады там, где мы пока на сегодняшний день не можем ликвидировать очередность. Вот по вашим прогнозам, сколько лет нужно, чтобы очередь сократить и эту проблему решить? На этот вопрос могу ответить однозначно. Проблема должна быть решена в этом году. В 2015 году во исполнении майских указов президента. То есть до конца текущего 2015 года очередников в детские сады в возрасте от 3 не должно быть. Все эти проблемы мы, сможем решить при поддержке главы Чеченской республики, который сегодня делает все для привлечения бюджетных и внебюджетных источников, то есть средств инвесторов для строительства детских садов. И при поддержке помощника главы Чеченской республики Зарган Ахматовны Кадыровой. После строительства детского сада есть очень много моментов, необходимых для нормального функционирования детского сада. Это создание условий для воспитания детей и дошкольников, для работы педагогического состава, повышение квалификации, укрепление материально-технической базы. Все эти вопросы находятся на постоянном контроле помощника главы Заргана Ахматовны, и поэтому мы не сомневаемся, что все вопросы, связанные с дошкольным образованием, они до конца текущего года будут решены. А что касается кадрового обеспечения, как вы набираете работников? Они проходят какую-то подготовку? Есть ли у них опыт с детьми? Как этот вопрос решается? Нехватки квалифицированных кадров сегодня дошкольное образование не ощущает. Почему? После выхода этих указов президент Российской Федерации, зная, что в течение последующих нескольких лет мы должны будем интенсивно строить детские сады, мы работу по подготовке кадров начали еще тогда. Поэтому сегодня они уже необходимое нам количество выпускников вузы и СУЗы нашей республики уже выпустили, и сегодня мы можем принять квалифицированных педагогических работников. Но, однако, с новым законом об образовании, который объявляет дошкольное образование первой ступенью общего образования,
и с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов мы должны повысить квалификацию всех педагогических работников с новыми стандартами. Эта работа была проведена в 2013 и в 2014 годах. А в 2015 году все остальные работники, которые не прошли повышение квалификации, мы должны будем повысить их квалификацию, а это более 2000 человек. Это очень объемная работа, но мы эту работу проводили и в 2013 и 2014 годах. Надеюсь, и в этом году все 2 с лишним тысяч человек пройдут квалификацию, не выезжая за пределы республики. База уже подготовлена. Чеченский государственный педагогический институт и Чеченский институт повышения квалификации работников образования. Они готовы принять этот поток и обучить наших педагогических работников. Ну что ж, удачи вам. Спасибо, что пришли. Это был. Это был председатель Комитета правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов. А мы продолжаем. Большая ответственность в нынешних экономических условиях возложена и на органы местного самоуправления. Муниципалитеты должны не только ориентироваться на возможностях бюджета, но и сами привлекать инвесторов. Что же касается в целом их деятельности, то в регионе создана специальная комиссия, которая занимается вопросами реализации 136-го федерального закона. Что он из себя представляет и как проходит работа на местах, узнавал Магомед Салтымурадов. После внедрения в стране системы местного самоуправления принятие 136-го закона можно считать второй по важности реформой в этой цепи. Он позволит устранить неясность в отношениях между органами местного самоуправления и региональными властями, которая возникала из-за несовершенства действующего ныне 131-го федерального закона. Он перегружал полномочиями местное самоуправление, в бюджете которого, по сути, не предусмотрены средства для решения таких вопросов. Например, вопрос газоснабжения. Он прописан в 131-м федеральном законе как вопрос местного значения, но тем не менее газоснабжение сегодня осуществляет Межрегионгазгруз. То же самое электроснабжение прописано тоже как вопрос местного значения, но осуществляет непосредственно сегодня Нурэнерго. То есть это даже в основном не столько передача самих полномочий, это сколько закрепление этой передачи на законодательном уровне. К компетенции сельских поселений раньше относилось 39 полномочий. После вступления в силу 136-го закона их количество сократилось до 13. Причем как проводить их разграничение, какие полномочия оставить, а какие передать на районный уровень, органы на местах могут решить на свое усмотрение, естественно, по обоюдному согласию сторон. Но чтобы избежать ослабления контроля над этими органами, правительство предложило им путем голосования между собой утвердить единый перечень полномочий для всех. Они проголосовали за около 6 полномочий, где они единогласно хотят передать. Основные из них – это вопросы газоснабжения, электроснабжения. Чтобы максимально эффективно распределить полномочия между республиканскими и муниципальными властями, в регионе создана специальная комиссия, которая занимается вопросами реализации 136-го закона в Чечне. На неделе глава республики поднимал эту тему на совещании в правительстве. Рамзан Кадыров потребовал не затягивать этот вопрос. Распределение полномочий. И 136 и 131 включено закон Сидона, что не определенности, что он Кубабина обязательно, что главное муниципальное образование начинает бюрократическая система, проблем, что министр проверки Рамзан Кадыров выразил недовольство деятельностью органов местного самоуправления, особенно в части привлечения инвестиций и создания благоприятного климата для привлечения денег в муниципалитеты. На каждом совещании банковские была бы ответственность больше. Каждый министр, каждый глава, царь это боятся ответственности. Если он может получить от бюджета, он еще дотации, привык к этому, он уже они приняли бюджет, но дополнительные средства, для большого государства, если он хочет заработать деньги, пусть привлекает инвестиции, увеличит после этого заработанность, дополнительных непосредственно вопросов.
Главу республики можно понять. В ряде муниципалитетов местные органы почему-то не спешат привлекать инвесторов и развивать свои районы. Но есть исключения. Урус-Мартановский район – один из примерных. В муниципалитете уже реализованы и реализуются около десятка инвестиционных проектов. Строится жилье и создаются новые рабочие места. С 2014 года в район привлечены инвестиции на больше, чем 5,5 миллиардов рублей. Чтобы инвестора сегодня привести к себе в район, это нужно быть сродни хорошему профессиональному рыбаку. Вот мы делаем все, чтобы привлечь инвестора в район. Установка даже такая, что если он изъявил желание попить чаю, в обязательном порядке предложите ему еще и конфеты. Председатель Совета депутатов Урус-Мартановского района рассказывает, что это еще не предел. В планах местных властей строительство завода по утилизации и переработке мусора и завода по производству техники для перевозки, опять же, мусора. Ведутся переговоры и с другими заинтересованными инвесторами. Мы не обременяем их дополнительными какими-либо нагрузками с тем, чтобы не создать плохой инвест-климат. Слово инвестора для нас должно быть законом. Мы придерживаемся этого правила. Вопросы реализации 136-го закона на неделе обсуждались еще и на отдельной встрече специальной комиссии. Из-за кризиса в стране и сокращения бюджета по ряду статей на заседании было предложено передать 10 полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления, профильным ведомствам. Я глава езер элдион цинга цевис халкан пайден дек селан совещание почва олушун казахду вайда дешдек халкан пайден дек дуэлдер баквайер именно муниципалитет диона шейга лилурьек йоцук диона кастиал. Полномочия, которые не требуют финансовых средств, по-прежнему останутся за местным самоуправлением. Профильным ведомствам в случае взаимного соглашения планируется передать полномочия, касающиеся организации электро- и газоснабжения, охраны окружающей среды, создания условий для оказания медицинской помощи по территориальным программам, переработки и утилизации промышленных отходов, осуществления лесного контроля за муниципальными лесами, предоставления жилья участковым уполномоченным, дорожной деятельности вне границ населенных пунктов и создания условий для массового отдыха. Рамзан Ахмадович нам поручение сделал, чтобы мы полностью разобрали эту проблему и приняли решение не так, как кто хочет, администрации, либо министерства, а так, как это будет выгодно для республики в целом. Окончательное решение будет принимать глава республики. Наша задача сейчас вынести свои предложения. Какие вопросы войдут в окончательный перечень полномочий, которые перейдут в компетенцию республиканских властей, а какие останутся в ведении органов местного самоуправления, сказать сейчас довольно сложно. В этих вопросах пока нет ясности. Вполне возможно, что органы местного самоуправления проголосуют, если не за все 10 полномочий, которые планируется передать республиканским властям, то, по крайней мере, за абсолютное большинство, так как эти вопросы наиболее проблематичные для органов местного самоуправления. Чтобы утвердить окончательный перечень, у властей еще достаточно времени. Магомед Салтамарадов, Магомед Сулейманов, Магомед Мударов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. А сейчас время нашей постоянной рубрики «Экспресс-7». Коротко другие заметные события недели. Глава республики провел заседание оперативных штабов по борьбе с ваххабизмом, терроризмом и наркоманией. Он отметил, что новая тактика оправдывает себя, и работа штабов положительно сказалась на общей криминогенной обстановке. Кадыров призвал исключить любые попытки ввоза наркотических веществ. Также призвал сделать акцент на борьбе с экстремистской идеологией. А для этого нужно работать в тесном взаимодействии, отметил глава. Напомню, новая тактика борьбы была введена главой в середине января. Регион был разделен на 3 сектора, в каждом из которых создан оперативный штаб, а руководят ими представители силовых структур. Глава республики посетил многопрофильный учебно-тренировочный центр «Собр-Терек», который открылся в Центарое в июне прошлого года. Здесь есть все, что нужно для подготовки спецназа. Кадыров проверил, как организованы теоретические занятия, боевая подготовка, условия хранения оружия. Особое внимание уделил питанию бойцов. Глава поручил командиру СОБР Абузайду Висмурадову держать на постоянном контроле вопросы обеспечения центра всем, что необходимо. Также Рамзан Кадыров посмотрел, как обучаются кадеты Центароевского корпуса. Это один из лучших корпусов России. Его выпускники становятся студентами ведущих институтов МВД и военных училищ. Сейчас здесь обучается более 100 воспитанников. Глава республики поблагодарил руководителя корпуса Ильяса Идилова за хорошую организацию учебного процесса.
Глава республики проверил строительство башни Ахмат. Он выразил уверенность, что проект будет реализован в сроки. Напомню, Ахмат Тауэр – это небоскреб высотой в 400 метров. В его комплекс войдут музей имени первого президента республики, 100 квартир, отель, рестораны, офисы, вертолетные площадки, фитнес-центры, бассейны. Техническую поддержку в реализации проекта оказывает компания Emaar Properties, которая построила небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Во время прогулки в центре Грозного Рамзан Кадыров встретил делегацию сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Гости отметили кардинальные изменения, произошедшие в городе, и выразили благодарность главе республики. Представители Рособорнадзора приехали в столицу с рабочим визитом на несколько дней в программе посещения образовательных учреждений. Рамзан Кадыров пригласил гостей побывать в Грозном еще, отметив, что им здесь рады всегда. Глава республики посетил тренировку спортсменов клуба «Ахмат». Ребят курирует Абузайд Висмурадов, и сейчас они готовятся к международному турниру, который пройдет в Колизее 14 марта. Рамзан Кадыров дал спортсменам наставления, а те, в свою очередь, поблагодарили его за постоянное внимание и условия, о которых они могли только мечтать. Позже глава провел отдельную тренировку с боксерами. Рамзан Кадыров вышел на ринг против каждого из воспитанников клуба. Программа вечера была насыщенной, в числе противников как молодые, так и достаточно опытные мастера перчатки. Завершился вечер общим фото на память. Глава республики продолжает следить за тренировкой бойца смешанных единоборств Абдулкерима Идилова. Спортсмен готовится к чемпионату ММА. На этот раз в зале было многолюдно. В тренировках принял участие и Кадыров. Затем он пообщался с молодыми ребятами, отметив, как важно в их возрасте заниматься спортом. Были на тренировках и гости из братской Ингушетии. И смотрите далее в нашей программе. Все, что нужно знать о суфизме. Вышло в свет пособие по изучению ислама от ведущих мусульманских ученых. Итоги международной конференции в 3000 экземплярах. Книга должна стать настольной в каждом доме, советуют власти. И снова национальный вопрос. Передаем детишкам. Детишки передадут дальше по своему поколению. Консультативный совет при главе – еще один шаг к улучшению межэтнических отношений. Какие функции возложены на него и чем он поможет малым народностям? Укрепление межнационального взаимопонимания. Как живут в одной республике представители десятка культур. Не сглазить. Все у нас нормально. На неделе в Чеченской республике увековечили память легендарного представителя чеченского народа Ахмада Арслана Аладдина. В честь дважды героя Иордании, завоевавшего абсолютный авторитет в арабском мире, переименовали одну из улиц Грозного. На торжественном мероприятии присутствовали члены правительства, руководители муниципалитетов, командиры подразделений МВД, представители интеллигенции. Главные гости – глава республики и сын Ахмада Арслана Аладдина Али. Обращаясь к собравшимся, Рамзан Кадыров отметил, что дважды героем Хашемитского королевства не становился никто. Это был единственный случай, когда поменяли государственный устав Иордании, чтобы отметить заслуги одного человека. Его жизнь и деятельность должны служить примером для всех поколений чеченского народа, подчеркнул глава Чечни. Officers på generals på tak nagsandona ona maida duena dos mukhali ishala dona arstani don historiskt buch house diesel dona tsunah dona elektrik shisha yiz imosko dona tekosloch oran roza viz tak isha diz mit dal don idel alwela dal olchan iman sober loida dal sundama del cd dona tsunah bauna masallit wain dona busol snaham nochi olman paid is wain iman islam. Чеченский лево арабской пустыни, как его назвали на Ближнем Востоке, Ахмад Арслан был потомком чеченцев, которые переселились в Османскую империю из России еще во второй половине XIX века. Блестящий военачальник Хашемитского королевства Ахмед Арслан был участником арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов. В 1979 году он освобождал Мекку от террористов. Много раз консультировал руководителей ближневосточных стран по противодействию терроризму. Не раз спасал монархов не только Иордании, но и Марокко и Омана. Стал самым молодым генералом на Ближнем Востоке. Долгие годы возглавлял элитное подразделение в армии Иордании. Ушел из жизни в ноябре прошлого года. Здесь же на торжественной церемонии Рамзан Кадыров и сын Ахмада Али открыли мемориальную доску.
На неделе стало известно, что так называемый бригадный генерал Иса Мунаев убит. По сообщению командира батальона «Донбасс» и депутата Верховной Рады, известного под псевдонимом Семен Семенченко, это произошло во время боев в районе Углегорска. Точные обстоятельства гибели он не раскрыл. Иса Мунаев, бывший бригадный генерал бандформирования так называемой Ичкерии, участвовал в обеих чеченских кампаниях. После бегства из Чечни осел в Европе и, по некоторым данным, до украинских событий проживал в Дании. В марте 2014 года он образовал международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева и был объявлен в розыск российскими правоохранителями. Мы получили тоже информацию о том, что Мунаев Иса убит. Он получил заслуженное наказание. Как член НВФ находился в розыске. Нигде таких событий он не отличался и болтать болтал. Не был он ни воином, ни нормальным человеком. Если был бы нормальным человеком, не предал бы свой народ и не бросил бы на произвол судьбы своих родственников, не уехал бы за рубеж. Получая пособие Запада, перешел границу на стороне Украины и где-то выступал, что он создал какой-то батальон имени Джохара Дудаева. Абсурд. Смерть Исы Мунаева прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, организаторами убийства являются Адам Осмаев и Амина Акуева. Они действовали по заданию СБУ и агентов ЦРУ. Кадыров отметил, цитата, «Решение о ликвидации Мунаева было принято, убедившись, что он пьяница и не способен воевать. Мунаев никогда не был воином, и тем более настоящим мужчиной. Может ли воин, чеченец, мужчина оставить своего командира в бою? А Мунаев без оглядки бежал из Грозного, бросив своего главкома и президента Ичкерии». Конец цитаты. Также Кадыров обратился к тем, кто до сих пор воюет в Украине, чтобы немедленно остановились и вернулись домой. Это единственный шанс остаться в живых. На неделе в Грозном состоялась презентация книги, составленной по итогам международной конференции о роли суфизма. Напомню, она прошла в республике в августе прошлого года и собрала выдающихся мусульманских ученых со всего мира. Все они в своих выступлениях утверждали, что суфизм – это важная составляющая ислама. Это всегда говорил и первый президент Чечни. Книга является своего рода пособием. Глава республики призвал всех и каждого заняться ее изучением. Подробнее Илина Халидова. Эта книга, пожалуй, стала итогом международной исламской конференции «Суфизм. Безопасность для человека и стабильность для государств», прошедшей в прошлом году в Грозном. Тогда выдающиеся мусульманские ученые со всего мира собрались, чтобы отметить роль первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова в укреплении суфизма в республике. В новое издание вошли высказывания ведущих ученых-алимов со всего мира. Презентация книги в театрально-концертном зале столицы собрала представителей всех ветвей власти. Выступая перед собравшимися, глава республики рассказал о ценности нового издания. Så ik neem dat voor die dat ze eigenlijk echt maar dat zeggen dat. De laatste raad van materiaal staan, hier is atelier staan, desktopnieuw staan, het knie gilt zo uit maar dan, de is al gaan doen voor eigenlijk august jaar doen dat dan, hebben we wat is wat ze nog dan, check geld gaan doen dat hij door ja, kitje geld, we nou beter geld. Gewoon gaan hier zien geld staan, we daar maar hebben we eerst conceptie ook dan hebben dan, als we daar dus gedaan dan. Первый тираж издания в 3000 экземпляров разошелся сразу же по разным министерствам, ведомствам и образовательным учреждениям. Часть книг будет распределена по школам в качестве главного учебного пособия для обучения детей основам религии. Само издание содержит материалы выступлений участников международной конференции. Глава региона призывает всех читать эту книгу. هالكنيك هالجين دونا ديشيتر مسرجع ديشيتر بايد بات أحسن ولا يحسد يشتونه عشان ده دونا هو يعدون يازم بشتهم شتونه وران بايم رسم الدرس ما شاء الله شادريجي دونا استير حضور شو شادريجي دونا اختارن طريقة ديلوش بولش ناح دونا تسانا طريقة بور خدو خديس دونا. Каждый из выступивших отмечал, что путь к познанию Корана и Сунны лежит через суфизм, который является неотъемлемой частью религии ислам. Здесь же на презентации прошла и церемония награждения высшей государственной наградой. Советник главы республики, директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов стал кавалером ордена Кадырова. Над выпуском книги все эти месяцы трудился отдел издательства телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Книга состоит из 20 страниц. Выпуск издания планируется продолжить.
زارني أريالو أزلشكا هون إنزي بلاش هو جين وهو بوقتيح هو صوفيز مغلات هو بوقتيح وين تهنلي زامنح وين قلوش طول خطرش جيبش دهوتيح. Теперь задача руководителей, ведомств и религиозных деятелей, по словам главы региона, заключается в том, чтобы не только самим извлекать пользу из этой книги, но и правильно растолковывать ее населению. Каждый верующий мусульманин просто обязан знать эти основы. Элина Халидова, Магомед Мударов и Абубакар Забайраев. Новости 7. В Чечне создан Совет по межнациональным отношениям. Он будет работать при главе республики и образован по его же инициативе. Главная цель нового органа – повышение эффективности национальной политики и гармонизации межэтнических отношений в регионе. Еще один шаг властей в сторону улучшения жизни малых народов, проживающих в Чечне. Руководство республики уделяет этому пристальное внимание на протяжении многих лет, тому примеров очень много. Все национальности, населяющие регион, чувствуют равную заботу со стороны местных властей. Слово Адаму Хаджиеву. Вопрос межнациональных отношений давно взят под особый контроль руководством республики. В 2007 году своим первым указом после вступления на пост президента Рамзан Кадыров утвердил концепцию государственной национальной политики, которая вступила в силу в том же году. С момента установления мира в Чечне не было выявлено ни одного конфликта на национальной почве. Валентина Митрошкина всю свою сознательную жизнь прожила в станице Червленной. 40 лет она преподавала в местной школе. За все время работы с детьми она не помнит ни одной ссоры на межнациональной почве. Да и соседи попались добрые и отзывчивые. С соседями живем очень дружно, очень хорошо. Помогаем друг другу и в горе, и в радости. Везде и всюду мы вместе, как говорится. Прожила вот уже 69 лет и... как говорится, не сглазить. Все у нас нормально, все хорошо у нас. Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации с момента создания занимается анализом проблем национальных и межнациональных отношений. Ведомством ежегодно проводятся десятки мероприятий с участием представителей всех народностей, проживающих в регионе. В 2015 году в работу вводится новшество. Указом Рамзана Кадырова создан общественно-консультативный совет по межнациональным отношениям при главе республики. Он был создан с целью участия представителей всех наций, которые проживают на территории региона, чтобы они могли непосредственно участвовать в укреплении межнационального взаимопонимания. Чем конкретно будет заниматься Совет? В первую очередь разработкой предложений по улучшению работы в области национальной политики. Вопрос межнациональных отношений в республике не является острым. Чечня могла бы поделиться опытом с проблемными регионами, отмечают в ведомстве. Инициатива по созданию консультативного совета поможет улучшить наработанные методы деятельности. Шелковской – один из самых интернациональных районов республики. Здесь проживают нагайцы, русские, кумыки, татары, аварцы и даргинцы. Для развития национальных традиций и обычаев в муниципалитете создано 5 культурных центров. Дубовской казачий культурный центр, Сарысуйский национальный нагайский культурный центр, Гребенской татарский национальный культурный центр, Шелковской русский национальный культурный центр и Червленский казачий культурный национальный центр. Основная цель их сохранения и возрождения обычаев их народностей. Также они принимают очень активное участие в общественной жизни района, работают с молодежью. Песни в исполнении этих детей в округе знает каждый. Вокальная группа «Звездочки» поет на каждом концерте. Казачий культурный центр станицы Червленой ежемесячно устраивает для сельчан по несколько концертов. Есть еще у нас коллектив по старшей девочке, это 7-8 класс, значит, казачата мы называем. Тоже поют, стараемся, казачьи песни. И еще есть у нас взрослые женщины, пенсионерочки у нас. Они тоже приходят уже вечерами, тоже выступают. Вот, по сути дела, от них мы и перенимаем опыт, старые песни, чтобы не забылось, передаем детишкам, детишки передадут дальше по своему поколению. О достижениях вокальных и танцевальных коллективов станицы Червленная ярко говорит стена, увешанная дипломами и грамотами. Кумыкский культурный центр села Виноградного также делает успехи. Дети участвуют в многочисленных республиканских и районных культурных мероприятиях. В нашем центре работают 3 кружка. Есть кружок вокальный, есть хореографический, есть драматический кружок. В каждом кружке по 15 человек. В любое свободное время наши дети приходят заниматься в кружках. Кумыкский культурный центр открылся в 2000 году. С тех пор национальным песням и танцам обучились сотни ребят.
Каждый год желающих познать национальные традиции и обычаи меньше не становится. Такая картина наблюдается во всех культурных центрах. Видимо, представители малых народов, проживающих в регионе, осознают, что только оставаясь собой, можно сохранить культурные корни и не потерять связь времен. Ну а недавно созданный консультативный совет будет им только помогать в этом. Адам Хаджиев, Магомед Сулейманов, Новости 7. Один из самых титулованных спортивных клубов Чечни «Эдельвейс» имени Турпалали Кадырова готовится к первенству России. В мире спорта он заявил о себе всего 5 лет назад. Однако этого хватило для того, чтобы показать всему миру высокий профессионализм чеченских дзюдоистов. Для спортсменов созданы все необходимые условия, начиная от экипировок, заканчивая спортивными залами со всеми удобствами. Воспитанники «Эдельвейса» проходили сборы в самых разных странах. С момента создания клубом руководил Амруди Дильгириев. Он внес огромный вклад в развитие дзюдо республики. Его труд по достоинству оценили и в других регионах. В ходе отчетно-выборочной конференции Дильгириева избрали на должность президента Федерации дзюдо СКФО. Его кандидатуру поддержали 4 региона из 7. Дзюдо республика развивает панош лелина. Инсайм Кавказа полностью массово развивается. А я здесь Эдельвейс почти 5 лет доку результаты на доку как Сайзер Кант Алхиави на первом месте, чемпионат России результаты, на Европе результаты, на итпе начало я церинц вот баки улш да мулакида в ближайшие несколько лет основной результат тагаду дикбеш китал речь результаты на речь да мулавы республики. Поздравить Амруди Дильгириева с новой должностью и пожелать успехов чеченским дзюдоистам на первенстве России приехал глава республики. Обращаясь к спортсменам, Рамзан Кадыров отметил, что воспитанники спортивного клуба «Эдельвейс» показывают неплохие результаты на соревнованиях различного уровня. Нужно постараться приумножить достигнутые успехи, подчеркнул глава республики. В ближайшее время да, югдон, мелла сих яка, но шайк условия шош, яка мосудон, ибака хайш делать еще что, она диняча, хилма хилла ривер стандарт, вот что тогда что твелгин задел, твелг что идон, яка вей да малаки, со беш привлекать деш, яка вей дона, вей беш вей тихо луч ордона, бакачак хвиш хулдон, яка ашбохок зардан до حالوت, яка тихо луч ордон, хита деш дона, قل نو تخلوج ومركب برت باتشينا هو الله وكاشوت امشخل ناخدون بيش ناخلج اوش داك مسخل نوخشي ويبي عبوج مسخل خل ايشي وش ما دو دوانو اتون ده وي دون دا برتا دوش دون وين دلوش كيبر دون سبورتسمنشن وين نا وصل دي سبورتسمنشن وي اومن نا وصل دي نيكاوت اياكوش دون ده دوي دون. На этом у нас все. Следующий выпуск «Новости 7» смотрите ровно через неделю. Мы расскажем вам о самых значимых и интересных событиях. Спасибо, что были с нами. Адипелш.